Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдата мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна 'ilma. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана. Иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, у нас сегодня урок в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы рассказывали вам о недуге сердца. И сегодня у нас тема современное проявление роскошества. Муфсидатуль кулуб, то, что портит наши сердца. И Аллах большое внимание сделал сердцам. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам, что такое сердце. В хадисе, как мы сказали, то, что попадает человеку в сердце из информации, из религиозных знаний, так он начинает практиковать. Как, допустим, если человек знает определенную науку, или, скажем, если человек отработал определенный спорт, занимался спортом, на нем отражается тем, чем он занимался. Если он занимался деньгами, был бухгалтером, допустим, или был, допустим, другим, постоянно он занимался этими делами, тогда отражается на нем то, что он делал. То, что он делал. Даже некоторые при смерти говорили слова, говорили расчеты, как бухгалтеры, говорили, как спортсмены при смерти, но это все является недостойным. То есть все мирское является недостойным при смерти упоминать. Самое достойное при смерти – это поминание Аллаха. Сказать слова шахады. Ля иляха илляллах. Это самые лучшие слова при смерти, когда человек находится. И, иншаллах, как мы сказали, сегодня читаем современные проявления роскошества. В нашей сегодняшней жизни можно обнаружить самые разные проявления роскошества, мы сказали. Приведем примеры. И мы привели вам примеры, прошли через разных примеров по пунктам, где-то 11 их было. Первое, то, что мы сейчас будем вам читать. Первое, чрезмерное внимание к волосам. У нас сейчас прямой эфир, кто-то мне звонит. Чрезмерное внимание к волосам. Это не имеется в виду, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал нам заботиться о волосах и своем теле. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал нас, чтобы мы заботились о своих волосах, также за свое тело. Однако должно быть чего? Умеренность, не чрезмерство. Имеется в виду новые прически, бесконечное расчесывание волос, покупка огромного количества средств для ухода за волосами, чтобы они выглядели наилучшим образом. Выключился, извиняюсь. Бесконечное расчесывание волос, мы сказали, покупка огромного количества средств для ухода за волосами, чтобы они выглядели наилучшим образом. Ислам нам что говорит? Ислам велит придерживаться умеренности, золотой середины, в том числе и в вопросе ухода за волосами. Он велит тем, у кого есть волосы, заботиться о них, но запретил постоянно расчесывать, их умощать благовониями каждый день. Это можно делать через день. Абу Гурейра приводит в своем хадисе, хадис Абу Дауда, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: пусть тот, у кого есть волосы, заботится о них. Посланник Аллаха призывает нас, чтобы заботились за своими волосами, будь это женщины или мужчины, тем более женщин красят их волосы. Итак, но не для выхода. Женщины, некоторые делают прически в парикмахерской, потом выходят они среди людей и показывают свои прически. Она показывает харам им. Харам она делает, большой грех. Женщина та, которая не закрылась, она делает большой грех. Пусть винит сама себя, если она не придерживается канонам ислама. Если она заболеет, если что-то будет с глаз, зависть им подобное, и это тоже является одной из причин, что эта сама женщина была виновна. Итак, Абдулла, из-за незнаний. Но мы призываем к этим знаниям, как себя вести. Также приводит Абу Гурейра другой хадис,
то есть, извиняюсь, Абдулла бин Мутаффаль говорит, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил ухаживать за волосами часто. Но он говорит ухаживать. А тут говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не часто, редко, то есть не каждый день. То есть ежедневно, но разрешается делать это через день. Через день ухаживай. Итак, Ибн Кайм, да помилуй Аллах, сказал, в действительности эти два хадиса вовсе не противоречат друг другу. Да, не противоречат они, понятно. Рабу Аллаха велено, приказано заботиться о волосах, но при этом ему запрещено чрезмерность в этом. В любом деле чрезмерность это запрещено. Переходящая из нежности, если ты уже переходишь из нежности, это уже запрещено. Он должен заботиться о волосах, но при этом изнеженность и роскошь не должны становиться привычками, то есть привычными для него, и ему следует ухаживать за волосами через день. А некоторые братья и сестры, что они делают? Делают прически, уподобляясь на неверующих, делают прически, уподобляясь на нечестивцев, делают прически, делая полубоксы своим детям. Полубоксы своим детям. Некоторые делают прически, уподобляясь на неверующих или на нечестивцев, или на заблудших людей. Это тоже запрещается. Одни ученые сказали это караха, однако другие сказали харам. Аллаху а'лям. Итак, дальше, второе. Абу Абдулла Мухаммад бин Абу Бакр, известный Ибн Кайм его зовут, Ибн Кайм аль-Джаузи, его так зовут. Абу Абдулла, кунья у него. Зовут его Мухаммад ибн Абу Бакр, сын Абу Бакра. Он известный Ибн Кайм Джаузи. Родился он в Дамаске, ученик Ибн Таймии, выдающийся ученый ислама, известный своим равнодушием к мирским благам и усердным поклонением Аллаху. Автор множества трудов. Среди его учеников, как Ибн Каthир, Ибн Раджаб, имам Захаби и Субки и другие. Да. Так дальше. Чрезмерность второе теперь. В чем чрезмерность? Гигиене и украшении себе. И украшение себя этого человека. Будь себя, своих детей. Некоторые чрезмерствуют в этом вопросе. Тебе не говорит ислам, не соблюдай гигиену. Тебе не говорит ислам, не соблюдай украшения. Соблюдай. Но не должно быть чрезмерства. Когда ты чрезмерствуешь, то это будет во вред тебе. Наоборот, ты делаешь себе зло. Бывает, что человек часами лежит в ванне, будь это мужчина или это женщина. А это бывает большинство женщин. Поэтому достаточно человеку в ванне, скажем, 15, 20, 30 минут. Ну что он там делает? Слишком много. И так начинается васваса на учении. Начинает дьявол и шайтан атаковать человека. А некоторые добавляют туда что? Воду, ароматические масла и пену для ванны. А другие средства, придуманные сегодня для создания комфорта. И неизвестные раньше не было такого. И когда человек много находится в ванне, а в ванне как раз живут шайтаны. Дьяволы живут, джинны живут. В туалете то же самое. И ты должен быстро свою нужду сделать там и выйти. Когда ты снимаешь одежду, говори имя Аллаха, читай дуа. Минимально скажи бисмилля. Бисмилля, когда ты снимаешь одежду. Чтобы тебя не видели джинны. Чтобы не наслаждались они, шайтаны, дьяволы, не наслаждаясь с тобой. Будь это мужчина или женщина. Итак, да, ислам действительно призывает к чистоте и украшению. И даже настаивает на этом. Ислам нас призывает. И Всевышний Аллах сказал в смысловом переводе: «О сыны Адама», Аллах сказал, «Я бани Адама, облекайте свои украшения при каждой мечети». Да, «Хузу зинатукум инда кулли масджидин» сказано. Сура «Преграды», 31 аят. Аллах сказал нам, чтобы мы взяли свою одежду, которая подобает мечети. Если одежда твоя не подобает мечети, то тогда не покупай такую одежду. Брат, сестра. То есть хиджаб должен быть у женщин. У мужчин тоже должен быть стильная, аккуратная одежда. Итак, однако при этом следует избегать чрезмерности роскоши. Ибн Абдул-Бар сказал:
Украшения и очищения разрешены при условии, что человек не доходит до чрезмерности, утопая в роскоши и подражая тиранам. Некоторые, да, становятся как тираны в этом роскоши. Именем ванны, допустим, они себе делают такие большие ванны делают. И так, сколько исрафа воды они делают, допустим, делай ванну, хорошо, там джакузи аккуратно сделал, небольшой такой. А другие вообще с ума сходят. С ума сходят некоторые этих ваннах. Да. Ибн Абдул-Бар сказал, украшения и очищения разрешены при условии, что человек не доходит, до чрезмерности не доходит он. Утопая в роскоши и подражании тиранам. А тираны что делали? Делали харам там дальше. Да, харамом занимались. Если человек просто моется и соблюдает правила личной гигиены, пользуясь, например, дезодорантами, устраняющие запах пота, неприятный для окружающих, будь то в мечети или в любом другом месте, то это не имеет никакого отношения к роскошеству. Нет, не запрещено это уже. Роскошество – это чрезмерность во всем этом. Когда человек тратит на подобные средства и процедуры большие деньги и много времени. Время твое драгоценное, как твои средства тоже. Но самое драгоценное – это время у тебя, чем твое средство. Чем твои средства. Третье теперь. Чрезмерность покупки очень дорогой фирменной одежды. Не так уж давно были такие времена, когда многие люди не имели даже сменной одежды. И сегодня что случилось с ними? И постирав свою, вынуждены были сидеть дома, дожидаться, пока она не высохнет. Да, были такие времена. А потом Аллах одарил людей так, что у человека появилось и 2, и 3, и 10 одежд. И так они неблагодарные после всего этого. Ничего страшного и греховного в этом нет до тех пор, не греховно до тех пор, пока это не выходит за пределы обычного и разумного. Когда выходит из обычного и разумного, тогда ты делаешь исраф. Аллах в Коране говорит: «Кулю вашрабу ва ля тусрифу, инна Аллаха ла юхиббуль мусрифин». Пейте и кушайте, Аллах сказал. Насчет еды. И мы дойдем до этого. Пейте, кушайте, но не делайте исрафа, Аллах сказал. Не переходите границы запрещенного. И Аллах не любит тех людей, которые в дозволенных вещах делают исраф, чрезмерствуют. Даже одежды мы сказали. Итак, есть люди, которые носят исключительно одежду, которую модельеры, то есть модельеры создают специально по их индивидуальному заказу. Особые одежды. У них только эта одежда. Специально приглашают модельеров, которые им специально делают. Если это не роскошь и изнеженность, то что же такое роскошь тогда? Это же роскошь, это же чрезмерство. Нам было велено носить хорошую одежду. Мы должны носить хорошую одежду, качественную одежду, средний образ жизни. Ведите, баракаллаху фикум, смотря свой статус, который служит свидетельством тех милостей. То есть, если ты нормально одеваешься средний, ты свидетельствуешь теми милостями, которые ты надеваешь, кушаешь, пьешь, и ты показываешь свои милости, то есть милости, которые Аллах тебе даровал. Это не надо выпендриваться, не надо хвалиться этим. Нет. Ты эти блага будь осторожен, не чрезмерствуй, не будь роскошествуй, не будь страстями, которым одарил нас Аллах, однако не выходить за пределы умеренности. Но если человек выходит за пределы умеренности, тогда тут и есть беда. Будь это одежда или еда, будь это дом и другое. Итак, Абдулла ибн Мас'уд передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не войдет в рай человек, в сердце которого есть высокомерие, хотя бы весом в пылинку. Бывает, высокомерие делает человеку что? Бывает, делает высокомерие его одежда. И поэтому было запрещено мужчинам ходить, отпуская, будь это брюки или, скажем, другую одежду, опуская ниже щиколоток, даже ниже щиколоток, без высокомерия. Имам Захаби приводит в своей книге Кабаир, что это является как из кабаиров, отпускать штаны ниже щиколоток. У ученых после этого есть разногласия, чуть мы об этом говорили вам, 70 больших грехов, когда разбирали. Итак, не будем входить туда. В сердце которого есть высокомерие, хотя бы весом с пылинку, то есть
Весом пылинки, если есть высокомерие, человек не заходит в рай, сказал посланник, саллаллаху салям, в хадисе. Ла идхуль джанната, он сказал, не заходит в рай, у кого есть высокомерие. Один человек вскликнул, но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми. Пророк, саллаллаху салям, сказал, если человек хочет, чтобы обувь и одежда была красивыми, это запрещается. Пророк нам отвечает на это. Поистине Аллах прекрасен. Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Инна Аллаха джамилу юхиббу джамаль, сказал посланник, саллаллаху салям. Аллах красивый и любит Он красивый. Одевайся красиво. Но подобающий для мужчин, подобающий для верующих людей, для мусульман, аккуратно, стильно, красиво одевайся. Мы не запрещаем красиво одеваться. Аллах красиво, сказал посланник, саллаллаху салям, любит, чтобы мы красиво одевались. Но не прилипшие, но не облегающие ни мужчин, ни женщин. И так дальше. Посланник сказал, а высокомерие это отвержение истины и презрительное отношение к людям. Это что он сказал? Валь-кибр, он сказал, батаруль хакки вагамтун наси. Высокомерие это что? Считать людей ниже себя. Да, считать людей ниже себя. И опровергание, он сказал, батаруль хакка, не принимать истину, высокомерие, не принимать истину. Если он одетый, если он на хорошей машине, если у него деньги, если у него, как говорится, все дела нормальные, скажем, в бытовых вопросах, финансовых вопросах, что он должен быть высокомером, тираном должен быть, притеснителем должен быть, что у него, если есть сила, допустим, если он, допустим, сильный, он должен притеснять слабых этих? Нет, валлахи. Посланник Аллаха сказал, а высокомерие это отвержение истины. Батаруль хакки вагамтун наси. И презрение отношения к людям. Да, презрительное отношение к людям, сказал посланник, саллаллаху алейхи, хадис Сахих Муслиме. Абуль Фарадж ибн Джаузи сказал теперь, наши праведные предшественники носили среднюю одежду, не очень хорошую, не очень плохую. Неплохую носили, не слишком хорошую носили. Не приглашали они специалистов, чтобы для них шили специально единственную модель. Такое они не делали. Потому что они были скромные, посередине держались они. Если было такое время, бедность у мусульман, то тогда они глотали, ходили, как говорится, да, старой одеждой поглатанной. А сегодня некоторые, если это будет ходить таким образом, якобы он отказался мирского, это будет нормально? Нет, он из среднего ушел. Он выделяется среди общества. То есть общество мусульман выделяется. Наши праведники, предшественники носили среднюю одежду, он сказал. Не очень хорошую, не очень плохую. Выбирали лучшую одежду для пятничных молитв, праздников и встреч с братьями по вере. И они не считали, что выбирать наилучшее это плохо. Они это не считали, что это плохо. Что же касается одежды, которая позорит носящего ее, одежда, которая позорит носящего ее, подчеркивает аскетизм и бедность, как будто он жалуется таким образом на Всевышнего Аллаха. Эта одежда становится поводом для пренебрежительного отношения к носящему ее. Не делайте такого. И она нежелательна, она порицаема и запрещена также. Куртуби в Тафсире приводит об этом. Лучше во всем умеренность и золотая середина, братья и сестры. Четвертое теперь. Чрезмерность в еде и питье. Роскошествующие люди, покупая деликатесную еду, напитки, едят и пьют лишь то, что стоит больших денег. Как мы сказали, швейцарские столы. Они привыкли каждый день, говорит, кушать так. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Им подавают только дорогие, изысканные яства. Они не довольствуются в каждый прием пищи одним-двумя блюдами. Одними-двумя блюдами не довольствуются. Суп, допустим, был, второе было. Им недостаточно. Там салат, допустим, есть. Им недостаточно. Они еще больше хотят. Ла хауля ва ля куввата илля билля. Сегодняшняя беда это. Итак, они не довольствуются в каждый прием пищи одним-двумя блюдами, а требуют, чтобы стол непременно был уставлен разными блюдами. И если перед ними поставят какой-нибудь один вид еды, они станут его
Они не станут есть его и возмутятся наоборот. Аль-Куртуби упоминает запрет есть сверхдостаточного. Запрещается, как аяты в Коране мы сказали, а также то, что относится к роскоши. Имам Куртуби Тафсири приводит, объясняя, конечно, аят. К проявлению роскошества и пищи и питья относится что? И то, что многие люди едят только свежеприготовленную еду. А если эта еда постояла в холодильнике, то они ни за что не возьмут ее в рот, а просто выбросят в мусорное ведро. Они считают недостойной себя еду, которая пролежала ночь в холодильнике, даже если от этого ничуть не изменился ее вкус и внешний вид. Это просто роскошество, да убережет нас Аллах от него. Нет ничего греховного в том, что человек время от времени позволяет себе хорошую еду. Допустим, неделю один раз зашел ты, как говорится, в ресторан, покушал в хорошем ресторане. Это мы не говорим, это не постоянство. Хорошо, допустим, месяц один раз, год один раз, смотря какой уровень человека, скажем. Однако нет ничего греховного в том, что человек время от времени халяльный ресторан, братья и сестры, незапрещенный ресторан, незапрещенный. Нет ничего греховного в том, что человек время от времени позволяет себе хорошую еду или покупает какой-нибудь относительно дорогой деликатес. Время от времени. Однако это не должно превращаться в привычку. Если человек делает это постоянно, каждый день, то это неприемлемо с точки зрения шариата и просто неразумно. Еще одно проявление роскошества, связанное с едой. Использование дорогой посуды. Как сегодня многие себя губят этой посудой, и они, если у них столы дорогие, стулья дорогие, мебель дорогой, ремонт дорогой, у них высокомерие, они уподобились тиранам, фараону уподобились эти люди. У фараона, может быть, не было холодильника, не было у них прохладной, как говорится, да, или хороших таких тарелок, как сегодня. Но, однако, они уподобляются фараону, быть может быть, хуже фараона они в этой части. Быть может, хуже в этом части, чем фараон. Еще одно проявление роскошества связано с едой. Использование дорогой посуды. Да, есть дорогая посуда. Некоторые платят $1000, $2000, $10 000 платят за посуду. И они говорят, шейх, это можно покупать? Людей спрашивают. Шейх скажет, можно покупать посуду? Халяль же посуда. Он не говорит, какую цену. Обычную посуду купите, среднюю посуду купите. Некоторые зажиточные семьи едят исключительно из посуды дорогих марок. Покупают сковородки. Альхамдулилля, некоторые сковородки, как тефаль им подобные, оказывается, они делают людям рак. Оказывается. И простая посуда лучше, чем эти, как говорится, новые посуды. Покупают сковородки и кастрюли, исключительно самых известных фирм и так далее. Они отказываются использовать обычную, среднюю по красоте посуду. Тарелки отказываются. Кастрюли, стаканы и так далее отказываются. И с ума сходят люди. Быть может, у него дома идет война. Быть может, его соседи голодные. Быть может, его близкие голодные. В трудном положении. Быть может, они в тюрьме сидят, его близкие, его соседи. Когда он должен был помогать там, они роскошествуются в посуде, роскошествуют в ремонтах, в домах своих. Вот это есть потеря родственных отношений. Почему? Потому что в трудное время не помогли своему родственнику. Когда должны были, ваджиб был им помогать. Они говорят, мы закат отдали. Но без заката еще другой ваджиб есть. Вытащить своего родственника, вытащить своего соседа, прокормить своего соседа, своего родственника, своих близких. Это тоже ваджибом является. Не индивидуальной отдельной личности, а общим на джамаат мусульман, на родственников, на селе, народу. Это ваджиб является вытащить. Мы об этом делали хутбу, объясняли. Они отказываются использовать обычную среднюю красоте посуду, тарелки, кастрюли, стаканы и так далее. И еще одно проявление роскоши – посещение дорогих, всемирно известных ресторанов. Они уже привыкли в рестораны ходить. Они не могут кушать в нормальном кафешке, халяльном кафе. Не могут. Который в действительности отличается от других заведений. Только названием и красивым декором. Ла хауля ва ла куввата илля билля.
«Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». И это большинство умма себя так ведет, имеется в виду тот, кто имеет возможности. Большинство. Если 100 человек я знаю таких людей, то 10 из них туда ходят. Минимально. То есть 10 туда не ходит, я извиняюсь. 90 ходит, 10 не ходит. А 10 это, альхамдулилля, благословенные люди. К проявлениям роскошества, связанных с едой и питьем, относится регулярное употребление газированных напитков. Есть люди, которые запивают газировкой, завтрак запивают. Обед и ужин каждый день пьют газированные напитки. Да, и как же без этого? Я не говорю о кока-коле, о других напитках. Я не говорю, которым помогаете убивать мусульман. Если вы помогаете убивать мусульман, это еще хуже. Ведь людям необходимо какое-нибудь средство, способствующее пищеварению, после того, как они предаются чревоугодию, набивая желудок разным видами еды и сладостей, и обедаются так, что их желудки просто не в состоянии превратить самостоятельно. Да. То есть, извиняюсь, переварить самостоятельно, как будто их желудки не могут. То есть газировкой запивают обычно, чтобы переварились хорошо то, что кушается, допустим, если тяжелая еда. И иными словами, если сказать, тут он скажет сейчас, Ибн Сирин, да помилует его Аллах, передает, что один человек спросил Умар ибн Хаттаба, да будет доволен Аллах, не приготовит ли для тебя джавариш? Он спросил, а что такое джавариш? Тот ответил, средство от тяжести в желудке после переедания. Джавариш, иными словами, это средство, исполняющее сегодня те же функции, что и газированные напитки, которыми сегодня запивают обильные трапезы. Да. Он сказал, Умар, отвечая ему, я не ел досыта уже 4 месяца. И не потому, что мне нечего есть, он правитель мусульман, а потому, что застал людей, которые то ели досыта, то голодали. Это был пророк, саллаллаху алейхи, Абу Бакр Сиддик. И они сделали эту умму победоносной. И они принесли победу исламу, мусульманам. Сестры, очнитесь. Сестры, очнитесь, что вы делаете сами собой еще? Покупает косметику, покупает одежду. С ума сходят сестры некоторые. Мусульманки. С ума сходят. Дорогая посуда, дорогая одежда, дорогая мебель. Когда вы собираетесь помощь уммы сделать? Большинство средства у мужчин уходит на жен и их содержание. Большинство средства. А когда помощь для уммы будет? Большинство сестер на их расходы, те времена у пророка, саллаллаху алейхи, было несколько жен рядом жили. Сегодня не смогут так жить сестры. У сахабов рядом жили жены. Сегодня сестра не сможет жить рядом со своей, как говорится, даратой, второй женой. Нету такого имана. И они хотят помощь Аллаха, помощь притесненным. Вы сначала помогите исламу, потопил свой эгоизм, мужчины и женщины. Потопил свой эгоизм, потопил свою страсть сначала. Тогда сможем помочь и другим. Сможем помочь и другим, если мы свое эго преодолели, мужчины и женщины. Тогда мы сможем помочь исламу, мусульманам, притесненным народам. А так не будет помощи. Почему? Потому что люди считают, я главный. Мое эго главное. Даже который умирает за какие-то якобы ценности, а вышли якобы на пути Аллаха. У них эго их руководитель. Их не я. Мое и я. Не имя Аллаха, не законы Аллаха. Большинство. 5 теперь. Умар ибн Хаттаб показал нам, когда он мог каждый день, как султаны во время османов, и после них, и до них, как они жили. И они не являются для нас примером. Ни османы, ни аббаситы, ни умавиты, ни другие. Для нас являются примерами пророк, саллаллаху алейхи, и сподвижники. На этом религия все. Хуляфа ар-рашидина. 4 халифа, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Адду алейха бин наважиз. Берегите мою сунну и сунну моих 4 халифов. Вот, за ним пошли все сподвижники, за 4 халифами. Это достаточно. Не надо куда-то туда суваться. Они же тоже это делали.
Это они неправильно делали. Ни аббаситы, ни умавиты, ни османы. Но в сравнениях те времена они были правильные сравнения. Но нам не пример они, как 4 халифа пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Я говорю, в сравнениях не пример. Пророк и сподвижники нам пример, но не аббаситы, не умавиты, не османы. Не надо сравнивать с ними этих. Баракаллаху фикум. Да, они хорошие в свое время. Валлахи хорошие. Отличные. Лучше нас, чем сегодня. Лучше нас, чем сегодня общевзятые. Сегодняшние последние 100-200 лет. Умма. Лучше нас, они те, которые были до нас. Османы, и также мы говорим, общий имеется в виду. Также аббаситы, также амавиты. Свадебные торжества. Раньше как делали, теперь как делают. К сожалению, свадебные торжества почти повсеместно отличаются излишествами. Некоторые, альхамдулилля, богобоязные люди, быть может, они не богобоязные, хотели показуху, семейно известным стать. Отдали якобы Сирию, я помню, в Турции сделали такое. Их намерение, валлах, я не знаю. Быть может, они богобоязные, но то, что они сделали, вместо того, что потратить свое имущество ради свадьбы, они эти деньги отдали накормить бедных людей. Альхамдулилля. Дело правильное. Их искренность я не знаю. Аллах лучше знает. Пусть Аллах примет у них. Свои свадебные, как говорится, финансы отдали туда. В Турции это было. И так дальше. Сколько тратит? $1 миллион, говорит, потратил. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Что до такой степени глупые эти люди, что некуда дать этих денег, $1 миллион. Итак, свадебное торжество. К сожалению, свадебное торжество почти повсеместно отличается излишествами и многочисленными проявлениями роскоши. Каждый старается придумать что-то новое, и люди соревнуются с друг другом, организуя эти торжества. Залы для проведения торжества арендуют за космические цены. Стоимость свадебного платья – это вообще отдельная история. Бриллиантами, говорит. Ну и что? Это все должно гореть. Это все должно гореть, потому что харам они сделали, исраф сделали. Причем в большинстве случаев вся эта подготовка ложится тяжким грузом на плечи жениха. Быть может, это жених заплатил, или быть может, ее родители заплатили. Харам. Когда у тебя народ, умма страдает, ты еще раскидываешься. Проявление роскоши на свадебных торжествах не ограничивается пусканием денег на ветер. И некоторые, кидая деньги на ветер, с ума сходят. С ума сходят. Когда им говорят, нужно для религии, для бедных людей накормить бедных, они об этом даже и не знают, что есть бедные вообще в мире. Это явление внушает многим молодым людям. Субханаллах. Отвращение к браку бывает у молодых людей за это поведение. Проявление роскоши на свадьбах, торжествах не ограничивается выпусканием денег на ветер, распространением зависти и ненависти среди людей. Это явление внушает многим молодым людям отвращение к браку и ставит их перед выбором жить холостой жизнью с ее искушениями или жениться, забравшись в долги. Некоторые женятся, идут в банк, берут с банка в долг деньги под кредит, под проценты харамные, начинают свою жизнь харамным путем. Не женитесь, пожалуйста, на таких женщин. Не берите таких в жены. Не выходите за таких сестра, пожалуйста. Пусть они мучаются без жен. Если у вас есть вера в Аллаха и его посланники в ахира, за эти харамные свадьбы будут наказания, потому что они делают исрафы. 6. Дорогие телефоны покупают, аксессуары, номера. Проявлением роскоши, что часто встречается в современной жизни, относится приобретение новейшей модели мобильных телефонов и разных дополнений к ним. Стоит добавить сюда и распродажу оригинальных номеров, которые продаются с молотка и приобретаются за бешеные деньги. Опять телефонов. Зачем мне нужен телефон, когда я не пользуюсь этими программами? Зачем? Обычно телефон. Обычно, если связь есть, все, хватит. Да, если что-то снимаете, если работаете, хорошо, берите. А некоторые что делают? Сестры умудряются покупать дорогие телефоны. Откуда у них деньги? И себя выставляет на весь мир. Валлахи,
аятам Корана. На женщину смотреть харам. Вы приобретаете грехи всех мужчин. Вы приобретаете те женщины, которые выставляют себя на показ всем людям. Они приобретают харам, эта женщина. Ее отец приобретает харам. Ее брат приобретает харам. Ему грех за это. Ее сын, ее муж, ее дядя, ее дедушка. И если Аллах не простит за эти действия, все они вместе с ним попадут в ад. За это действие, которое делает женщина. Я говорю о лице женщины, я не говорю уже о оголившейся женщине. Это беда сегодняшняя, современная. Поэтому по нужде нужно выступить, если есть нужда, если ее погубит, ее посадят, допустим, или кого-то спасает она, или религию хочет донести. Краситься тоже харам, просто выходить. А представляешь, краситься и еще выставляет себя на показ, публично, в Инстаграме сидят, как будто отшлифованы, как будто кирпичи, отшлифованные сестры сегодня некоторые. Отшлифованные кирпичи, вот такие бывают, однобокие, вот, все одинаковые. Как кирпичное здание, одна стена, не можешь различить, что такая, кто она такая вообще. Одно и то же получается, как кирпичи. Как будто общественный транспорт одинаковый. И тут что становится? Они говорят, что и мусульманки, но поведение их не мусульманское. Быть может, мусульмане, я не говорю, что не мусульмане, но поведение их не мусульманское. Мусульманская женщина должна скрываться, должна быть стеснительная, скромная. Также касается мужчин, если нет надобности, зачем появляться в эфир? Стоит добавить сюда и распродажу оригинальных номеров. Субханаллах. Номер телефона, такие-то цифры. Платят бешеные деньги. Некуда девать. Валлахи, Аллах спросит за вас. У вас спросит Аллах за лишнюю копейку, спросит Аллах. То, что нужно телефон, купи, пожалуйста. Нужно. А то, что не нужно, одежда нужная, купи, пожалуйста. Это не исраф. Одежда нужная, купи. Ненужное, зачем тебе шубу, когда можно обычный, как говорится, да, пальто или другое купить? Зачем тебе за 1000, 2000, 3000 долларов покупать, когда можно за 500 долларов закрыть себя от холода? Если 500 долларов достаточно же, если ты богатый. Зачем муж твой должен платить тебе 2000 долларов, если ты умная была бы, такая сестра была бы умная, она бы сказала, половина мне, половина бедным. Тогда это нормальная женщина была бы. Дальше. 7. Автомобили. У женщин сегодня автомобили. Бывает 2 автомобиля. Ну что, субханаллах. Автомобиль для женщин само по себе не запрещенный. Из признаков конца света, сказал посланник, саллаллаху саллям, не наступит судный день, пока женщина не сядет за седло, имеется седло, и они будут останавливаться у мечети, сказано в хадисе посланника, саллаллаху саллям, при судном дне. И она будет рулить. Это не запрещается сама по себе у женщины, если она соблюдает свои законы ислама, не запрещается автомобиль женщины. Но когда запрещается? Запрещается, если есть дома муж, если есть дома брат, если дома есть сын. Если не справляются другие, брат, те, ты пойдешь в садик, заберешь детей на автомобиле. Это правильно будет, чем сесть на автобус. Это будет правильно. Но нужно соблюдать свой, как говорится, этикет женщины при выходе. Автомобили, украшения, к ним их номера. Сегодня многие зажиточные люди стремятся приобрести новейшие модели дорогих автомобилей. Это опять беда. Богатые люди меняют машины каждый год и платят большие суммы. Чтобы приобрести оригинальный номер для своего автомобиля, по всему миру организуются аукционы, на которые продаются такие номера, и на их приобретение тратятся миллионы. Побойтесь Аллаха, если верите Аллаху в судный день. 8. Чрезмерное строительство дома и обстановки. Это уже отдельная тема у нас должна быть. Баракаллаху фикум. Иншаллах, на следующем уроке будем об этом говорить. Просто сейчас уже я задержался. 40, почти 2 минуты.
на этом закончим наш урок. Если у вас есть вопросы, спрашивайте.